Главный документ Якутии изменят. Депутаты Государственного собрания Илтумен обсудили сегодня законодательную инициативу главы республики. Напомним, Егор Борисов предлагает внести изменения в 7 действующих статей Конституции республики. 4 из них и стали основными объектами дискуссии. Александра Хлопкова продолжит тему. Изменения в основной закон рассматривались в особом порядке. Помимо экспертной группы, с учетом всех мнений общественности, научных сообществ, в работе приняла участие и Конституционная комиссия. Рабочая группа изменила действующую редакцию части 4 статьи 22. Отныне республика гарантирует государственные образовательные стандарты с учетом национальных, этнокультурных и иных особенностей. Я объяснил о том, что и слово «национальный», и слово «этнокультурный», и о том, что республика на своей территории гарантирует права и обязанность, ответственность за то, чтобы каждый, кто пришел в школу, получил максимально большое количество знаний, чтобы наше образование действительно было доступным, оно сохранено. Право устанавливать образовательные стандарты закреплено за федеральным центром. Мы в своей части, как субъект Российской Федерации, составная часть Российской Федерации, на уровне своего субъекта, конечно же, не можем устанавливать. Но вот слово «конституционная норма», которую мы сегодня пришли к консенсусу, это слово гарантирует. Она в полной мере всем, она компромиссный вариант. Также предлагается установить единое написание на якутском языке Республика Саха-Якутия и глава Республики Саха-Якутии как Саха-Республиката и Саха-Республикатен Илдархана. Несмотря на то, что были высказаны разные Саха-Республиката, Саха-Республиката по содержанию одинаковые, но по правильности, мы же хотим быть грамотными людьми, и на своем родном якутском языке мы должны говорить правильно, мы должны придерживаться одной транскрипции. Еще одна поправка касается действующего порядка назначения прокурора республики. Ранее глава Якутии представлял якутскому парламенту для согласования кандидатуры прокурора, который назначался на должность генеральным прокурором Российской Федерации согласия Илтумена. В новой редакции полномочия главы и парламента в этом отношении расширяются. Изменения в основном законе также предлагают оптимизацию численности состава Конституционного суда с 7 до 5 судей. Вся процедура назначения на дачу согласования на должность прокурора Республики Саха-Якутия, она расписана в регламенте Государственного собрания Илтумена Республики Саха-Якутия. Я считаю, что в целом принятие отдельного закона по согласованию кандидатуры прокурора Республики Саха-Якутия не нужно. Участники круглого стола изменения в целом поддержали. Отметим, что обсуждения и поправки вносятся в течение последних 1,5 лет. Данный законопроект в Илтумене рассмотрят ближе к осени. Александра Хлопкова, Евгений Лугинов, НВК Саха-Якутск.